يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Завоевание Хайбара. Заключив перемирие с курешитами, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, таким образом обезопасил себя от их вероломства. Кто же остался? Остались враги из иудеев, которые стояли во главе большинства военных действий против мусульман. Это иудеи Хайбара собрали союзные племена для битвы Урва с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Это они договорились с племенем Атафан о сражении против пророка. Это они направили того, кто должен был бы предательски убить посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Это они наладили связи с лицемерами. Иудеи Хайбара подстрекали племя Бану Курайза нарушить договор, заключенный с посланником Аллаха, в один из самых тяжелых моментов для мусульман. Они и есть голова змеи, как говорят арабы. Иудеи плели интриги против ислама и мусульман. Пророк оповестил сподвижников о том, что он направляется в Хайбар для завоевания населявших его иудейских племен, если на то будет воля великого и всемогущего Аллаха. В этой местности было много плодородных полей и других многочисленных трофеев, которые Аллах обещал верующим. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. Аллах, великий и всемогущий, обещал мусульманам, что они завоюют Хайбар, и все многочисленные трофеи, имущество, поля, укрепления Хайбара будут у пророка. В начале 7-го года по хиджре жители Медины начали готовиться к завоеванию Хайбара. Войско ислама начало готовиться к походу. Вокруг Медины собрались арабы, чтобы выступить в поход с посланником Аллаха. Однако не все были подготовленными для этого людьми. Поэтому пророк не всем желающим позволил выйти с ним. Он сказал: «На Хайбар пойдут только люди, принимающие участие в джихаде». С ним вышли все те, кто давал клятву под деревом о сражении до смерти на пути Аллаха. Желающим же получить трофеи, имущество и мирские блага не позволено было выйти на это сражение. Бедуины и лицемеры пытались отправиться вместе с мусульманами, но им не позволили сделать это. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Они думают, что целью джихада на пути Аллаха является захват имущества, полей и других благ. Неужели они не понимают, что джихад ведется не ради мирской жизни? Поэтому с пророком вышли только те, кто давал присягу под деревом. Итак, войско мусульман двинулось на Хайбар. Глава лицемеров в Медине направил к иудеям Хайбара послание: «Воистину, войско Мухаммада направляется к вам, так примите же меры предосторожности».
Земля под ногами иудеев затряслась, а сердца в страхе затрепетали от мысли о приближающемся войске посланника Аллаха. Войско пророка направлялось к иудеям Хайбра. Иудеи Хайбра отправили послание о помощи к племени Атафан. «Мы ваши союзники, так не покидайте нас». Племя Атафан согласилось помочь, но с условием получить взамен половину имущества Хайбра. Иудеи согласились на это условие. Племя Атафан подготовилось к походу. Пророк же, мир ему и благословение, с группой верующих ушел для завоевания Хайбра. Войско мусульман приближалось к Хайбару. Вместе с ними был и посланник Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует. Он вел их на сражение с иудеями в Хайбар. Племя Атафан вышло навстречу мусульманам для оказания помощи иудеям. Они вышли для сражения против пророка и его сподвижников. Однако, едва племя Атафан выступило в поход, они услышали голоса и шум, раздававшиеся со стороны их жилищ. Они подумали, что пророк вместе со своими сподвижниками напал на их семьи. Тогда они вернулись, оставив иудеев одних. Пророк вместе со сподвижниками продолжал свой путь. На перепутье пророк, да благословит его Аллаха приветствует, спросил одного из проводников название одной из дорог, находящихся перед ними. Ему ответили «Хазан», то есть трудная дорога. Пророк не пошел этим путем. Затем посланник Аллаха спросил, а как называется эта дорога? «Хатиб», ответили ему, что означало «дровосек». Пророк также не пошел этой дорогой. Затем он спросил название еще одной дороги, ему ответили «Мархаб», что означает «просторная». И пророк направился этой дорогой. По дороге один из сподвижников читал стихи красивым голосом, которые слушали и сподвижники, и пророк, да благословит его Аллаха приветствует. Он читал такие строки. Он читал эти строки, а пророк слушал. Когда сподвижник закончил читать стихи, пророк спросил, кто это? «Это Амир ибн Аль-Акаф», — ответили ему. Тогда пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сказал, да помилует его Аллах. Если пророк говорил о ком-либо перед сражением, да помилует его Аллах, то сподвижники знали, что этот человек падет шахидом на том сражении. Один из сподвижников даже сказал, если бы ты дал насладиться нам его стихами, о посланник Аллаха. И действительно, Амир ибн Аль-Акаф пал мучеником в сражении за Хайбар. Войско мусульман двигалось вперед, пока не достигло укреплений Хайбара. Пророк увидел Хайбар издалека. Увидев его, он воздел руки к небу и начал молить Всевышнего. وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. Войско приближалось к Хайбару. Вместе с ними был и посланник Аллаха, да благословит и приветствует Аллах его и его род. Наступил вечер, и пророк, да благословит его Аллаха приветствует, расположил свой лагерь недалеко от крепостей Хайбара. Ночью он сказал сподвижникам, «Завтра я дам знамя тому, кто любит Аллаха и его посланника, и его любит Аллах и его посланник. Его руками Аллах откроет Хайбар». Сподвижники в эту ночь размышляли, кто же этот человек. Каждый из них надеялся, что этим человеком окажется он. Каждый из них желал быть тем, кому будет завтра дано знамя. Когда наступило утро, пророк спросил собравшихся для сражения сподвижников, храбрецов, всадников, «Где Али ибн Абу Талиб?» Али был сыном его дяди. Он спросил о нем. Ему ответили, «О посланник Аллаха, у него болят глаза». Пророк сказал, «Приведите его ко мне». Когда Али ибн Абу Талиба привели, пророк воззвал к Аллаху, подул на глаза Али, и они выздоровели, словно и не болели. Ему он и вручил знамя в тот день. Знамя в тот день было у Абу Хасана Али ибн Абу Талиба. Он был храбрым воином, он был достоин держать знамя в своих руках в тот день.
Он тот человек, который любит Аллаха и его посланника, и которого любит Аллах и его посланник. Али ибн Абу Талиб взял знамя и спросил: «Что мне делать, о посланник Аллаха?» «Иди спокойно и не обращайся вспять, не оборачивайся. Когда ты встретишься с ними, то первое, что ты должен сделать, это призвать их к исламу», — ответил пророк. «Если же они ответят на твой призыв, то клянусь Аллахом, если Аллах через тебя выведет на прямой путь хотя бы одного человека, это будет для тебя лучшее обладание красными верблюдами». Пророк призывал не думать о трофеях, о благах, о верблюдах и о плодах. Он призывал думать о призыве к исламу. «Клянусь Аллахом, если Аллах через тебя выведет на прямой путь хотя бы одного человека, хотя бы одного из иудеев Хайбара, это будет для тебя лучшее обладание красными верблюдами». Это было напутствие пророка для Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах. Али действительно был человеком, достойным нести знамя. Пророк расположился близко от Хайбара. Иудеи, встав с утра, вышли из своих укреплений и направились на свои поля, в свои сады. Они взяли с собой лопаты, корзины для сбора урожая. Увидев войско Мухаммада, они принялись кричать: «Мухаммад и его войско! Мухаммад и его войско!» Иудеи побежали к своим крепостям, закрыли двери и принялись предупреждать людей о прибытии пророка. Пророк расположил свой лагерь рядом с укреплением Натат. Тогда Хубаб ибн Мунзир, который был сведущ в военной тактике, сказал пророку: «О посланник Аллаха, это место не самое лучшее для ведения войны, так как иудеи знают о наших силах, а мы не знаем о них ничего. Они могут пускать в нас стрелы, а мы не сможем пускать стрелы в них. Они смогут попасть в нас, но мы нет. И, возможно, они внезапно нападут на нас. Так не поменять ли нам место для лагеря, у посланника Аллаха?» И он указал пророку лучшее расположение, и пророк согласился с этим. Мусульмане ожидали начала великого решающего исторического сражения между пророком и иудеями Хайбара. Мусульмане приблизились к укреплениям иудеев. Иудеи, как и обычно, скрылись в своих крепостях. Крепости защищали их от нападений, и они думали, что эти крепости защитят их и от Аллаха. Название первого укрепления было Наим. Оно было самым крепким. Мусульмане попытались взять его, но не смогли. На протяжении нескольких дней они вели его осаду. Стрелы летели с обеих сторон. Из укрепления Наим вышел предводитель иудейских воинов. Он был сильным, храбрым мужчиной. Его звали Мархаб. Он бросил мусульманам вызов. Мархаб прочел стоящим, как обычно в начале сражения, людям следующие строки: «Хайбар уже знал, что я, Мархаб, боец, вооруженный и испытанный в боях, начинающихся, разгораясь. Кто же выйдет на поединок со мной?» Против него вышел сподвижник пророка по имени Амир ибн Аква. Он ответил Мархабу следующими стихотворными строками: «Хайбар уже знал, что я, Амир, вооруженный герой, не боящийся рисковать собой». Два воина вступили в поединок. Мархаб был очень сильным, и он был хорошо защищен кольчугами. Он одержал победу над Амиром и повалил его на землю. Был убит один из мусульман. Пророк сказал о нем: он получил 2 награды, так как он сражался, будучи муджахидом. Мархаб вновь начал читать строки, вызывая на поединок мусульман. Хайбар уже знал, что я, Мархаб, боец вооруженный и испытанный. Кто же выйдет? Для сражения против него поднялся герой Абу Хасан Али ибн Абу Талиб. Несмотря на то, что он был намного моложе Мархаба и имел меньше оружия, однако он был силен верой. Он прочел: «Я тот, кого мать назвала Хайдаром, львом. Подобен я страшному на вид лесному льву. Я погублю очень многих из вас». Мархаб спросил его: «Кто ты?» «Али ибн Абу Талиб», — ответил он. Али вышел для поединка с ним. Мархаб сказал ему: «Клянусь Аллахом, я не хочу убивать тебя, ты еще молод». Али же ответил ему: «Однако я желаю убить тебя».
Поединок начался. Прошло совсем немного времени, и Али, да будет доволен им Аллах, одним ударом сразил Мархаба насмерть. «Аллах велик! Аллах велик!» — раздались голоса мусульман. «Аллах велик!» — сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует. Мусульмане взяли штурмом первую крепость Хайбара. Иудеи же убежали и скрылись в следующем укреплении. Один из иудеев, увидев Али, несущего знамя, спросил: «Как звать тебя?» Он ответил: «Я Али ибн Абу Талиб». Тогда иудей ответил ему: «Клянусь тем, что было ниспослано Мусе, вы одержите вверх». Поднялся брат Мархаба по имени Есир, вызывая кого-либо на поединок. Против него вышел Аз-Зубейр: «Я буду сражаться с тобой в поединке». Тогда его мать, София, обратилась к пророку: «О посланник Аллаха, он убьет моего сына». «Нет, это он убьет его», — ответил ей посланник Аллаха, и в действительности Аз-Зубейр сразил своего противника насмерть. Укрепления иудеев располагались друг за другом. Мусульмане двинулись на завоевание второго укрепления, где успели спрятаться иудеи. Называлось это укрепление Ас-Саб. Иудеи укрылись в нем. Из-за недостатка продовольствия мусульмане испытывали сильный голод, и они захотели употребить в пищу домашних ослов, приготовить и съесть, но пророк, да благословит его Аллаха приветствует, запретил это делать. Затем он воздел руки к небу и начал молить Аллаха, великого и всемогущего, помочь им завоевать это укрепление, и по исходу нескольких дней Аллах вселил в сердца иудеев сильный страх. Так, по позволению Аллаха, была разрушена вторая крепость Ас-Саб. Мусульмане штурмуют ее со словами «Аллах велик, Аллах велик». Иудеи бегут к своей третьей крепости, которая носила название Аз-Зубейр, и мусульмане направляются к этой крепости. Когда мусульмане одержали победу во второй крепости, иудеи убежали в третью, находящуюся за ней. Так они поступали всегда, перебегали из крепости в крепость, из одного укрепления в другое, от одной стены к следующей. Иудеи убежали в крепость, которая носила название Аз-Зубейр. Они укрепились в ней. Там у них была еда, провизия и свой источник воды. Пророк держал осаду этой крепости несколько дней. Он не смог сразу прорваться в нее. Обе стороны обменивались стрелами. Пока к посланнику Аллаха не пришел один иудей, он сказал: «О Мухаммад, даже если ты будешь осаждать их целый месяц, они не выйдут, так как у них есть припас продовольствия, а вода к ним прибывает из источника. Однако, если ты перекроешь им источник воды, они не смогут продержаться». Действительно, когда пророк, да благословит его Аллаха приветствует, перекрыл воду, иудеи, чтобы не умереть от жажды, поспешили убежать в укрепление, находящееся за этим. Они бежали из одного укрепления в другое. Следующая крепость носила название Убей. Они ожесточенно сражались, укрываясь за ее стенами. Иудеи бежали из одной крепости в другую. Они не сражались лицом к лицу с мусульманами, так как не могли сделать это. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. До сих пор они сражаются только из-за стен. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Перед этой крепостью между мусульманами и иудеями также состоялись поединки, и во всех мусульмане одержали победу. Последним, кто убил своего противника на этих поединках, был Абу Дуджана Симак бин Харша, да будет доволен им Аллах. Он был храбрым воином, героем. Убив противника на поединке, он бросился на штурм крепости. За ним ринулись и все остальные мусульмане. Иудеи стали покидать эту крепость и побежали в следующее укрепление. Следующая крепость называлась Ан-Назар. В этой крепости иудеи собрали своих женщин и детей, так как это укрепление считалось наиболее неприступным из крепостей первой части Хайбара. Они собрали там всех женщин и детей. Иудеи ожесточенно сражались, обстреливали мусульман стрелами и камнями. Однако, когда пророк применил катапульты, которые пробили стены крепостей, иудеи поняли, что они повержены, и убежали.
Как же на самом деле поступили иудеи? Они оставили женщин и детей, а сами убежали во вторую часть Хайбара. Как сказал о них Аллах: они убежали во вторую часть Хайбара, оставив своих женщин и детей. Была завоевана первая часть укреплений Хайбара, и мусульмане направились ко второй ее части. Иудеи, как мы уже упоминали, строили неприступные крепости. Во второй части Хайбара были крепости, принадлежащие сыновьям Абу аль-Хукайку, который был одним из старейшин иудеев. Эти крепости, так же как и предыдущие, были неприступны, и, как упомянулось ранее, иудеи в крепостях делали запасы еды и продовольствия. Пророк осаждал эти крепости на протяжении 14 дней. Была сильнейшая осада. Вероятно, мусульмане, находившись за пределами крепости, претерпевали величайшие трудности, однако их укрепляла вера Аллаха, терпение и надежда на встречу с Ним. Они не игнорировали трудности. Да и сподвижники, вышедшие в это сражение, не были простыми людьми. Пророк запретил принимать участие в этом походе людям со слабой верой и уклонявшимся от сражений бедуинам. В этот поход направились только искренние верующие. Через 14 дней пророк применил катапульты, чтобы пробить бреши в этих крепостях, и завоевал их. Иудеи пошли на переговоры. Это была их обычная стратегия. Они выставляли себя сильными и смелыми, но когда с ними сражаются настоящие мужчины, они идут на уступки. У них не было другого пути, кроме переговоров. Один из них покинул крепость для переговоров с посланником Аллаха. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, договорился с иудеями Хайбара о перемирии. В чем же оно заключалось? Пророк прощал их и отказывался преследовать с целью сражения. Они забрали своих женщин и детей, плененных мусульманами, однако имущество, золото, серебро и даже все земли, сады и поля иудеи должны были оставить. Им позволялось покинуть Хайбар, беря с собой только одежду, которая была на них. Иудеи согласились с этим. Самым главным для них было остаться в живых. И в действительности пророк согласился на это, поставив перед ними одно условие: если вы упрячете что-либо от нас, то лишитесь защиты Аллаха и Его посланника. Это было по справедливости. Он словно говорил: договоримся, но если вы спрячете от меня что-либо из золота, серебра, то договор между нами нарушается. Иудеи согласились с этим условием, однако были ли правдивы иудеи в жизни? Хотя бы раз. Никогда. Иудеи покинули укрепления, а пророк вместе с мусульманским войском вошел в крепости. Началась добровольная сдача. Однако пророку сообщили, что сын Абу аль-Хукайка спрятал кое-какое имущество, золото и серебро. Пророк спросил иудеев об этом, но они отрицали это. Тогда пророк спросил: если же мы найдем это имущество, тогда мы будем лишены защиты Аллаха и Его посланника, ответили ему. Когда был обыскан их дом, обнаружилось, что они припрятали имущество и золото, которое взяли у племени Бану ан-Надыр. Тогда пророк привел в исполнение приговор, убил их. Другой мужчина по имени Кинана ар-Раби забрал большой клад, оставшийся от племени Бану ан-Надыр, и спрятал его. Когда же его об этом спросил пророк, он ответил: «У меня его нет. А если мы обыщем место твоего пребывания, дом, убить ли мне тебя?» Пророк желал найти довод, чтобы не делать этого, пытался дать ему шанс. Кинана же ответил: «В таком случае убей меня». После этого к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел сын дяди Кинаны и сообщил, что Кинана много ходит вокруг одного разрушенного здания. Он заметил, что в каждый полдень и во время зари он ходит вокруг него. Тогда пророк, мир ему и благословение, повелел сподвижникам разрыть там землю. Они раскопали и нашли зарытый там клад.
Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, казнил того иудея. Посланник Аллаха не имел права нарушить договор, кроме как в случае, когда договор нарушался другой стороной. Как сказано в Коране, пока они верны вам, вы также будете верны им. Таким образом, великий всемогущий Аллах даровал мусульманам трофеи, о которых они даже и не мечтали. مغانم كثيرة تأخذونها. Эти многочисленные трофеи им достались в Хайбаре. Мусульмане до этого никогда не получали трофеи, подобные трофеям Хайбара. Они стали есть досыта только после завоевания Хайбара. Именно после открытия Хайбара мухаджиры вернули все пальмы, поля, которые брали во временное пользование у ансаров. Как только был завоеван Хайбар, иудеи направились к посланнику Аллаха и сказали: «О Мухаммад, если ты заберешь эти земли, кто будет возделывать их? Что, если мы будем возделывать их, а урожай делить между нами?» Пророк ответил согласием. Он разрешил им вернуться, дал им земли для возделывания. Половина урожая принадлежала иудеям, а вторая – мусульманам. И этого было предостаточно. В то время, когда пророк распределял трофеи между мусульманами, к берегу причалило судно. Это прибыла к посланнику Аллаха делегация из Эфиопии. Пророк обрадовался и спросил, есть ли среди прибывших Джафар ибн Абу Талиб, сын его дяди, которого он очень любил. Ему ответили: «Да, он здесь». Обрадовавшийся пророк воскликнул: «Я не знаю, чему больше радоваться, приезду Джафара или завоеванию Хайбара». Приезд Джафара обрадовал его так же, как и завоевание Хайбара. Аллах велик, Хайбар был завоеван. Среди пленных женщин, мужчины, которых были убиты, была София, мать правоверных, да будет доволен ею Аллах. Она была среди пленных. Ее привели к пророку, да благословит его Аллаха приветствует. Он предложил принять ей ислам. София приняла ислам. Тогда пророк освободил ее. После этого он предложил ей жениться на ней. Она ответила согласием, и пророк женился на Софии. Впоследствии она рассказала посланнику Аллаха: «О посланник Аллаха, до твоего приезда я видела сон, словно луна покинула свое место и упала мне на колени. Я не поняла этого. Тогда я спросила об этом мужа, и он дал мне пощечину, сказав, что я думаю о правителе Медины». Так он разъяснил ее сон. После того, как Аллах завершил свою милость для ислама и мусульман, был завоеван Хайбар. Военная добыча была разделена. Это была великая и ясная победа. Вскоре после этих событий к мусульманам пришла одна коварная иудейка. Ее звали Зейнаб бинт Аль-Харис. Она расспросила о посланнике Аллаха, и ей указали, где можно его найти. Затем она спросила, какая из частей барашка более любима Мухаммаду. Ей ответили: баранья нога. Тогда она зарезала барашка, приготовила его и положила в него яд. И больше всего яда она положила в баранью ногу. Посмотрите на коварство иудеев. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Иудейка подарила эту отравленную баранину посланнику Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует. Пророк, мир ему и благословение, принял от нее этот подарок и, не подозревая ее ни в чем плохом, вместе со своими сподвижниками принялся есть угощение. Все они отведали барашка. Пророк откусил кусочек бараньей ноги, но Аллах не спаслал ему откровение, что баранина отравлена. Пророк повелел всем остановиться и не есть баранину. Затем он подозвал ту женщину и расспросил ее. Она призналась в содеянном. Пророк спросил ее: «Что побудило тебя сделать это? Почему ты желала убить нас? Если ты пророк, то тебе будет сообщено об этом, а если просто правитель, то мы бы избавились от тебя», — ответила она. Что может быть хуже этого коварства? Какая враждебность? Иудеи вели себя так со всеми пророками и посланниками и раньше. Пророк же, да благословит его Аллаха приветствует, отпустил ее, не причинив никакого вреда. Однако, когда стало известно, что из-за этого яда умер один из сподвижников, Бишр бин Аль-Бара бин Марур, да будет доволен им Аллах, пророк казнил ее.
Ее казнили за убийство Бишра. Таким образом, Аллах довел до мусульман много благ. И был завоеван Хайбар. Так Аллах обогатил верующих, разгромил неверующих и помог своему любимцу и пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу Аль-Ватан.